Наша компания это очень был ответственный момент, потому что фактически в экстремальных, природных, можно сказать, условиях тестировалось новое оборудование. И вот подробнее об этом расскажет генеральный директор акционерного общества «Водоканал» Анатолий Андреевич Каджигасов. Ну, также будет возможность задать свои вопросы. Просьба, когда будете их задавать, пожалуйста, называйте себя, называйте издание, которое представляете. Спасибо. Ну, хотелось бы, во-первых, поблагодарить вас за то, что откликнулись. На самом деле, тема чистой воды, она у нас несколько десятилетий стояла перед населением. И мы, как уже перед началом паводка, специально провели пресс-конференцию. Сейчас можно сказать, что по итогам первого этапа прохождения паводка некие результаты у нас есть. Второй этап это у нас будет уже после прохождения второй волны черной воды, да, которую мы ожидаем в июне. Уже сегодня спад воды в реке приостановился и уже начинает потихонечку. Вот сегодня, допустим, уже на 8 сантиметров повысилась вода, уровень воды. И как показывает результат замеров в верховьях Лены, там уже идет достаточно большое повышение воды, которое, я думаю, дойдет и до нас. Ну и, собственно, третий этап – это полностью прохождение всего летнего периода до ледостава. Мы разделили работу оборудования на 3 этапа. Почему? Потому что третий этап он будет достаточно долгим. Ситуация в реке постоянно меняется. И надо сказать, что первый этап мы прошли достойно, оборудование и люди, специалисты наши прошли достойно. И на самом деле впервые горожане благодарили, удивлялись чистотой воды, что многие ждали, что будет грязная вода. И вот, допустим, на сегодня, значит, цветность в реке 146, в прошлом году было 147, примерно такая же, да. Мутность в реке у нас сегодня 2,63 миллиграмм на литр. В прошлом году было 3,54 миллиграмм. Вот. Ну, а в город мы подаем светлость уже 11. В прошлом году подавали 82 градуса. И мутность подаем 0,5. В прошлом году подавали 3,14. То есть, в принципе, оборудование работает. Ну, я не скажу, что все прямо так было гладко. Ну, на самом деле, конечно же, круглосуточное дежурство наших технологов с технологами подрядчика, это Тахал и Воронеж шахта, происходило. Были и многие споры. Почему? Потому что каждая река имеет свою характеристику, свой состав. И тем более, когда во время паводка постоянно ежечасно, ежеминутно меняется. Поэтому нам пришлось в организационном, в техническом плане все было нормально, в организационном плане чуть-чуть порядочек работы наших специалистов, работников наших. Ну, в целом за пределы, значит, нормативов мы не вышли. Ну, норматив у нас светлость это 20 градусов. Вот. Ну, в пределах 14 было и 19 градусов, но в целом все нормально. Вот. Значит, вкратце так. Если есть вопросы, то ответим. Андрей Андреевич, вы не изучали, как двинулись продажи чистой воды бутилированной в городе вот в этом году? Нет, мы этот вопрос не изучали. На самом деле и в прессе было 17 мая, в период самый, вот, когда уже движение началось перед Якутском, нас посетил Василий Сергеевич Николаев, и мы показали воду прямо из трубы. Попили, она на самом деле и по качеству, и по вкусу очень даже похожа как на
воду, ледяную воду. Да? Поэтому у нас в планах есть как бы бутилированную воду разливать, но как бы сомнения есть, потому что на одном из заседаний при правительстве, значит, министр предпринимательства задала вопрос, что этим самым не убьем ли мы предпринимателей. Ну, конечно, наша задача не убивать предпринимателей, которые занимаются розливом чистой воды. Просто мы поясняем, что те самые предприниматели, они эту воду берут из того же крана в городе, да, ну и какую-то, видимо, какую-то чистку делают. Ну, насколько я знаю, такая, скажем, на самом деле производственная очистка, полная очистка воды бутилированной есть только у одного поставщика бутилированной воды. В остальных, насколько я знаю, примитивные, бытовые, которые, наверное, у каждого в квартире есть. Так что я глубоко сомневаюсь, что качество воды, бутилированной воды, оно намного лучше, чем наша из-под крана, которую мы подаем, по крайней мере, в первом, водоузле, водоразбор. Я почему спросил, потому что, в принципе, возможно, уже начали заниматься тем, чего боится Ирина Высоких, убивать предпринимателей. Я разговаривал с одним из них, и он мне жаловался, что в этом году где-то на 40% у него упали продажи бутилированной воды, вот именно в плавательный сезон, и в основном по населению перестали брать. Вот офисы, где кулеры, они берут по-прежнему. Вот именно население. Ну, оно и понятно, это, значит, качество жизни у нас с улучшением качества воды, конечно, поднялось, поэтому население, видимо, уже поняло, что можно уже потихонечку пить кран. А по нашей информации, большую часть паводка вода в город поставлялась из накопленных резервуаров за зимний период, а не через очистную станцию. Насколько достоверно это? Из каких накопленных в зимнее время? У нас таких резервуаров нет. У нас есть свой ковш. В этот ковш вода поступает из Лена, из реки, и мы оттуда насосом станции первого подъема подаем в очистные сооружения. Ну, если есть желание и интерес, мы можем провести какую-то экскурсию. Вот тут мне коллеги предлагали. А какие-то запасы делаются на какие-то пиковые периоды загрязнения? Нет, кроме тех емкостей, которые у нас существуют в водоузлах, в водозаборе, запас. Запас – это стратегическим запасом считается это тот ковш трехсуточный, там ориентировочно где-то 330 тысяч кубов накапливается, и вот это оно и считается запасом. А этот ковш используется только вот эти в паводковые периоды или что? Вода из ковша берется в паводковые периоды, все-таки накапливается на том? Ну, чтобы было понятно, да, вот русло реки идет, у нас здесь ковш, который попадает из реки, да, и оно, конечно, постоянно работает, не только в период паводка, постоянно работает. Скажите, пожалуйста, как вы будете корректировать свою ремонтную программу в связи с тем, что вы недополучите от мэрии? Ну, значит, Арсений Сергеевич, значит, предложил, значит, найти консенсус, значит, передвинуть вот эти оплату 100 миллионов не 21-22 года, а на 20-22 год, и предложил пересмотреть ремонтную программу. Значит, мы готовим предложение, значит, в правительство. Значит, вот эти 100 миллионов были у нас как источник определены для замены труб по ремонтной программе 28,5 миллионов. Значит, 36 миллионов 460 тысяч были предусмотрены, ну, мы как источник видели для ремонта аварийного второго коллектора канализации.
Ну и чуть более 35 миллионов мы рассчитывали на вот, прорезь, которую мы вот ежегодно осенью делаем для того, чтобы зимой город не остался без воды. Прорезь, ну, это вот песчаная коса, которая перекрывает. И мы ежегодно делаем, значит, там вот работы, которые, к сожалению, без источника. Единственный раз, конечно, оплата была, это, насколько я помню, в 2013 году из бюджета города оплата была, потом уже мы вот перебиваемся таким образом. А вот конкретно как вы будете корректировать программу? Значит, мы подготовили письмо. Если мы ремонтную программу, ну, замену труб можем как бы значит, отодвинуть на 20-21 годы, ну, не всю, конечно, это вот в пределах вот этих 28 миллионов, то, конечно же, вопрос о том, чтобы ремонтировать второй коллектор, он обязательно должен быть решен в этом году. Почему? Потому что, ну, на самом деле, горожане это на себя сильно не ощутили. Мы перезимовали вот эту зиму очень напряженно. Достаточно много выходов было на городской канал, в рельеф. Это зафиксировано, значит, предупреждениями и штрафными санкциями надзорных органов. Значит, ну, где-то более миллиона средств мы оплатили штрафных санкций. Значит, и если мы по второму коллектору что-то не сделаем, то в следующем году, ну, перезимовать перезимуем, но весь коллектор будет залит вот нашими фекалиями. К сожалению, это не так. Чем сейчас занимаетесь, какие планы есть работы в Вилюйской группе ОВОС? Вот, кстати, вот там как раз-то и ощущается нехватка именно бутилированной воды, потому что предпринимателям невыгодно туда везти. Вот, может быть, как раз ваша продукция там была? Ну, насколько я знаю, там есть свои местные предприниматели, которые занимаются бутилированной водой. Паводок там тоже прошел вроде более-менее нормально. Качество воды вроде соответствует, ну, имеется в виду, скажем, более-менее соответствует, потому что вот и в соцсетях есть, как рыбачит, поэтому, наверное, но тем не менее вопрос там острый стоит. Мы пока никак не планируем, у нас, значит, планы утверждены, но по источникам еще не определены. Значит, кроме тех средств, которые, значит, выделит Алроса, но они, очевидно, объявят конкурс, и мы свою роль пока еще четко не определили, нам не определили. То есть или мы будем выступать заказчиками с тем, чтобы потом стать быть эксплуатацией, или только выступить в роли эксперта, инженерно-техническое обеспечение, технологическое обеспечение. Ну, то есть этот вопрос еще обсуждается. Если будет конкурс, то вы вообще можете, даже если захотите в нем участвовать, вы можете и проиграть тогда по Вилюйской, по Вилюю. Ну, конкурс покажет. Но, тем не менее, значит, и Алексей Сергеевич, и Владимир Викторович определили, что основным оператором должен быть водоканал. Значит, мы на самом деле ездили в Верхневилюйскую гимназию, там у них есть очистное сооружение, оборудование, которое, значит, простаивало несколько лет. И наши специалисты, 2 человека съездили и помогли запустить вот это оборудование, которое до сих пор работает и нормативную качественную воду подает в гимназии. То есть, в принципе, это говорит о том, что у нас кадровый потенциал специалистов достаточно, чтобы выступить в роли там, в любой роли, начиная от проектирования, заканчивая эксплуатацией.
Можете, пожалуйста, уточнить, из каких источников вы возьмете деньги на ремонт второго коллектора? Вы говорите, что он необходим ремонт в этом году. Да, значит, ну, мы подготовили предложение и буквально вот сегодня-завтра направим. Ну, я так думаю, конечно, это будет обсуждение на уровне правительства. И понимая вот важность того, что второй коллектор должен работать, тем более надо развиваться, тем более надо, значит, техническое присоединение производить объектов, вновь строящихся объектов. Поэтому, я думаю, вопрос будет решен. Ну, то есть из бюджета вы планируете? Ну, а как иначе? Если республиканского. Ну, получается, если Еще такой вопрос. В апреле правительство республики заявило о том, что водоканал может работать вне города Якутска. И говорили о том, что есть инвестиционная программа. Да. В какую сумму обходится эта инвестиционная программа, из каких источников, кто будет инвестировать и где вы будете работать? Ну, инвестиционная программа сама по себе она есть, она утверждена. Значит, источники это, конечно же, разные уровни бюджетов. Это и республиканский бюджет, это и российский бюджет, это и муниципальные бюджеты, они все определены, ну и инвестиции со стороны предприятий. Возможно, там государственное и частное партнерство, то есть разные моменты, они оговорены, но инвестиционная программа, она сама по себе программа, а детализация будет, когда уже, конечно, будут четко определены источники. А сама по себе программа это всего лишь цифры, которые прописаны, да, более-менее, ну, если в бюджетах муниципалитетов, в бюджете республики на 2020 год мы примем и утвердят наши депутаты, да, тогда уже можно будет уже более ясно уже говорить, что источник определен. О каком объеме идет речь? Ну, я сейчас цифры не могу сказать, но там несколько миллиардов, это точно. Там было сказано, что первоочередное направление это Вилюйская группа улицев. Это как-то связано с зачастыми сооружениями, на строительство которых РОСа будет выделять 150 миллионов? Конечно, конечно. В связи с тем, что в прошлом году там техногенная экологическая катастрофа была, и качество воды в Вилюе, оно намного хуже, чем другие водные наши реки, да, конечно же, в первую очередь, это и понятно, внимание обращается это на Вилюй, потому что там очень большой алмазодобыча идет, газодобыча. Поэтому в первую очередь ключевой группировки. Ну, вы что-то уже начали делать по этому направлению сейчас? Что-то уже посчитано? Мы только подготовили, значит, предложение. Значит, проведена ревизия, но это не только мы, это все вместе и с муниципальными органами власти, и с Министерством ЖКХ. Ну и мы нас привлекли как специалистов в этой части, ну и специалистов ГУП ЖКХ. Провели полностью ревизию, где что необходимо сделать, и на основе этого и составлена программа. А где что можно сделать? Можете конкретизировать? Зайдите в программу, посмотрите, там по объектам, по улусам, по населенным пунктам указано, там на самом деле и водочистные сооружения, и канализационно-очистные сооружения. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот тарифы, они из чего состоят, водоснабжения для населения и для предприятий? И будут ли вообще какие-то изменения тарифов? В связи с тем, что вы на Вилюйске заходите? В тарифах, ну, из чего составляется? Это тариф, значит, ну, понятное дело, эксплуатационные расходы. Это эксплуатационные расходы, это, значит, заработная плата, амортизация, ремонтные виды работ, налоги. Из многих факторов состоит. Туда не входят вот эти модернизации, которые инвестиционная составляющая. Инвестиционная составляющая, она не в тарифах, она
ну, часть в тарифах, часть в инвестиционной программе Республики Саха-Якутия, то есть бюджет Республики Саха-Якутия. Ну, в муниципальных бюджетах развития системы водоснабжения и водоотведения, там, в принципе, насколько я знаю, ни в одном МУСе нет не предусмотренных средств. Значит, ну, тариф составляется на каждый населенный, ну, на каждый населенный пункт, на каждое муниципальное образование отдельно, поэтому никакого перекрестного там тарифа образования, конечно же, нет. А то, что вот некоторые вот боятся, что вот, если водоканал войдет в Вилюйскую группу МУСов, то, соответственно, вот этот тариф городской будет оплачивать вот эти работы, это совершенно неправда. Это так утверждают только люди, которые не знают систему тарифообразования. У нас и по котельным, по ГУП ЖКХ в разных населенных пунктах разные тарифы. А вот в связи с тем, что все-таки сейчас уже тарифы на энергоснабжение же снижаются, а насколько я знаю, водоканал один из таких вот больших энергоемких предприятий, а сейчас будет понижение, как-то это на тарифы не отказываться? Ну, один раз понижение тарифов было, это вот когда выравнивание было, да, в 2017 году, ну, после этого выравнивания нет, поэтому тарифы на энергоносители с 2017 года не снижаются. И по факту прошлого года, по факту вот года вот этого мы видим, что тарифы наоборот даже повышаются. Ну, по чуть-чуть, там по копейке, по рублю, но повышаются. Ну, это на тарифе будет отражаться вашим уже? Ну, в тариф будут закладываться фактически затраты, которые мы понесли за один период. Когда у нас вода в июле, да, ну как все подорожает, да, ЖКХ, тарифы на водоснабжение, водоотведение. Насколько я знаю, да, с 1 июля это... Есть какая-то уже у вас, может быть, прогнозная цифра, насколько вы нам станете дороже? Ну, регулятор до нас довел, ну, до всех довел усредненную цифру 4,5%. Ну, как утвердиться будет. На какой стадии сейчас находятся договоренности с управляющими компаниями, с предприятиями по летним работам по промывке труб? Да, чтобы у всех было качество. Значит, это один из важных моментов. На самом деле сейчас отопительный сезон завершился. И с 1 июня начнется промывка систем, в том числе водоснабжения. Я хотел бы поблагодарить очень такую активную, плодотворную работу службы эксплуатации городского хозяйства городского округа. На самом деле мы буквально вот на днях согласовали планы, графики промывки совместно с транспортировщиками, совместно с управляющими компаниями, если то СЖК будем промывать, да. И, конечно же, хотелось бы, чтобы контроль уже велся ежедневный, не только со стороны надзорных органов, но и со стороны населения и со стороны администрации города Якутска. Потому что это, еще раз повторюсь, в наших интересах, чтобы вода наша дошла до каждого крана, чтобы мы со всех труб, начиная с магистральных, заканчивая придомовых, вот, выгнали вот эту грязь, которая накапливалась десятилетиями. И поэтому возможны там, где будут отключения, ограничения, промывки, там повышение давления, конечно, возможно некоторые ухудшения воды. Но поэтому я надеюсь, что мы на своем сайте вывесим информацию о том, по каким кварталам и когда будут производиться промывки. С тем, чтобы население знало, что если грязная вода поступает, это причина в чем? Причина или в начале промывки, или, возможно, что-то какая-то другая причина. Вы раньше говорили именно о комплексном подходе, да? То, что если делать, так нужно делать по уму внутриквартальные и внутридомовые.
А вот по такой вот схеме, вот в идеальном плане, какой процент города охватили примерно, или какие-то кварталы? Есть еще какие-то проблемные, что там вот внутриквартальные? Я как раз об этом и сказал, что мы очень плодотворно поработали с городом вот в составлении вот этого плана, да. И я так думаю, мы процентов 90, наверное, всего охватили. Осталось только его грамотно и качественно реализовать. Вопросы у нас остались по тем домам, где нет управляющих компаний. Где нет управляющих компаний, где люди отказались от управляющих компаний, не создали ТСЖ и перешли на прямые договора. То есть там нет такого организации, которая могла бы взять на себя ответственность и заниматься промывкой домовых сетей. Карен Андреевич, внутридомовые, вы сказали, все-таки будут промываться. Вы в прошлый раз говорили только про 1 квартал, потому что это дорого, потому что расходы лягут на вас. Что сейчас мы говорим про 90% города уже? Я думаю, вы не поняли, и, возможно, я не так выразился. Мы имели в виду 1 квартал, где мы хотели полностью поменять, не только промыть, не то что промыть, а полностью поменять на новые сети, на пластиковые сети, с тем, чтобы там и расходомеры стояли, и датчики расхода, датчики температуры, и чтобы вот эти показания, они шли на монитор, чтобы был 1 образцовый квартал, на основе которого мы могли бы дальше развивать и другие кварталы. И он будет этот образцовый? Не поменялись планы? Надеюсь, что будет. Значит, вот этот квартал, который нами был выбран, там, значит, транспортировщик акционерного общества «Теплоэнергия». По последним сведениям, у них очень достаточно сложные финансовые, значит, состояния. И директор предприятия высказал сомнение в том, что они могут найти деньги на то, чтобы поменять свою часть, то есть горячую воду, горячего водоснабжения и отопления, и, соответственно, утепление в одном пучке и холодную воду. То есть, над этим вопросом мы еще будем обсуждать. С 15 года проблема того, что русло меняется реки возле города, забивается песком, это создает проблемы водозабора. И говорилось о том, что необходимо проводить серьезную новоуглубительную работу. В этом направлении что-то в этом году вводилось? Вообще какие эти работы? Вот я как раз и говорил, что из вот этих 100 миллионов мы планировали 35 миллионов 160 тысяч затратить на работы, которые мы ежегодно проводим по работам по прорези, по углубительным работам. Значит, мы и в этом году будем делать. Почему? Потому что та тенденция, которая была практически лет 10 назад начата, она и идет, вот эта коса, она удлиняется. Значит, более того, сегодня, значит, прилетели специалисты, которые изучали десятилетиями, как себя ведет наша река Лена, в том числе около города Якутска, около водозабора. Мы им будем предлагать еще один вариант, использовать дамбу, где можно было бы установить шлюз, чтобы время от времени, в осеннее время открыть вот этот шлюз, чтобы по этому шлюзу пошла вода и промыла течением так, чтобы вот эта коса, она отдалилась от водозабора. Значит, они этот вопрос, я думаю, изучат. Если это на самом деле так и получится, то нам надо будет уже работать в этом направлении с тем, чтобы не тратиться каждый год по 30-40 миллионов на вот этот прорез. То есть предполагается создание новой дамбы или же работа поставила? Это предполагается, но это работа не одного года, поэтому в этом году в любом случае прорез будем делать. Кстати, сказать, та прорезь, которую мы в прошлом году сделали, она поработала буквально до марта.
это отслеживается по качеству воды. То есть оно, когда свежая вода поступает, ее качество лучше. В этом году у нас качество реки было намного лучше, чем в прошлом году. Если прорезь чуть-чуть неправильно сделать, то вода начинает поступать со стороны речпорта, а там грязная вода. По нашим подсчетам более десятка суден, которые затонули, ну и, понятное дело, ржавая вода и достаточно много там состава металла. Вот. В этом году мы этого не испытали. Соответственно, хотим по тому же руслу и провести русловыпрямительную работу. То, что все-таки фарватер к другому берегу сдвигается, реально через там 5-10 лет мы не останемся без воды? Ваша водозаборная не останется на суше? Я думаю, нет. Инженеры, гидрологи, они в принципе оптимистичны. Поэтому я думаю, что в ближайшие 5-10 лет мы без воды не останемся. Что мне нравится, точка взаимодействия, один вопрос такой вот меня решили задать, да. Техприсоединения для участников вот центрального водоснабжения в связи с данной ситуацией, да, они останутся, будут развиваться, или же это вот частные сектора, это у нас Сайсары, это у нас Белое озеро и так далее. Чтобы иметь, не возить воду, а центральное отопление, свой частненький домик поставить. Там, где есть наши сети, в принципе, мы по техприсоединению по воде не имеем ограничений. У нас мощность станции построенной, которые сейчас подают в город, его достаточно для развития города. Поэтому по водоснабжению у нас по техпрессу нет никаких проблем. Лишь бы были сети. И все, да? А вот по канализации все время здесь муссируют, 17-й квартал, и нет канализации, поэтому там нет застройщиков. Да, там что-то будут планы делать? По канализации у нас, две нитки, коллектор номер 1 и коллектор номер 2. Как я уже говорил, они оба перегружены. Поэтому и у нас в планах строительство 3-го коллектора с тем, чтобы разгрузить 1-й и 2-й коллектор и при этом еще развивать южную часть города. Она должна идти по берегу, в районе Строда войти под Чернышевского и по Чернышевского дойти до автодорожной по Чернышевского. И потом в сторону ВСК. То есть Залог у нас, вот этот Залог 2, район деревянный, все уже перспективно, уже можно это строиться. Спасибо. Все-таки хотелось бы конкретизировать в этом году сколько километров, в каких там районах города будут ремонтированы сети? Мы в пределах отремонтировано. Ремонтная программа у нас утверждена, и в пределах тех сумм, которые у нас есть в наличии, мы, конечно же, будем полностью производить ремонт, но все зависит. А какая сумма? Ремонтная программа у нас в пределах где-то около 190 миллионов. Анатолий Андреевич, в последнее время все-таки, я думаю, ни для кого не секрет, и для коллег в том числе, все-таки водоканал часто подвергался нападкам. В WhatsApp, в соцсетях, и коллеги, то ли анонимы, то ли псевдонимы нападают и просчитывают, как как водоканал собирается обмануть потребителей. Как вы вообще к этому всему относитесь? Потребителей, нас. На самом деле, Никого обмануть не собираемся. Мы, как ресурсоснабжающая организация, как монополист, под лупой нас проверяют все надзорные органы, Госкомцен, РЭК, прокуратура, Роспотребнадзор. Поэтому я не знаю, кого мы можем обмануть. Я бы сказал, что в этом году
больше благодарности и больше спасибо за чистую воду, нежели чем в прошлые года. В прошлом году, конечно, тысячами поступали, ну, на самом деле, справедливые жалобы, упреки, да. Но, тем не менее, благодаря тому, что вот за последние 5 лет и правительство, и руководство, руководители предприятия, мы приняли правильное решение, вот итог мы имеем сегодня в этом году. Вообще вас лично задевают вот эти какие-то, когда критика идет, ну, может быть, не всегда обоснованная, когда-то, может быть, обоснованная, не знаю. Ну, именно может, когда может, вы на планерках там, вот смотрите, вот WhatsApp прислали. Нет, меня критика никак не задевает. Критика, если она конструктивная, почему нам должна задевать? А как вы удовлетворены лично, как руководитель водоканала, решением Арсения Сергеевича перенести финансирование на 2020-2021 год? Какие сложности создает это вашему предприятию более точно? Если как руководитель водоканала, то, конечно, не удовлетворен. Но при этом, значит, почему? Потому что надо будет менять некоторые планы. Теперь надо будет дополнительно изыскивать какие-то средства, но так как все-таки главный акционер принял такое решение, я должен этому подчиниться, но при этом Арсений Сергеевич предложил правительству, давайте его пересмотреть и изыскать некоторые средства. Что мы и будем предлагать, что и предложили. А есть ли надежда получить эти средства от республики? Ну, я думаю, есть. В первую очередь на ремонт второго коллектора. Потому что без второго коллектора мы в этом году, если там работу не проведем, то будет швах. Мы уже до принятия вот всех вот этих каких-то решений еще с февраля отрабатывали с теми подрядчиками, которые могли бы проводить вот эти работы. Значит, буквально вчера в Екатеринбург вылетели на командировку наши специалисты для изучения там оборудования и техники потенциальных подрядчиков, которые могут работать по очистке второго коллектора. Вот. Поэтому в этом направлении мы никак работу не приостанавливаем, что в надежде, что все равно мы средства найдем. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Да, вопросов больше нет. Я думаю, если небольшое интервью мы можем позволить себе. Небольшое интервью для телевизионщиков.